В Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошла встреча с известным меценатом, вице-президентом Тюменского областного фонда имени Муравленко, членом Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нашим земляком, а ныне жителем города Радужный Мидхатом Хасановым. Нас восхитил своей энергией, своей влюбленностью в нашу родину, Башкирию. Живя в Югре, он большую часть времени и большую часть своих средств направляет на защиту и охрану дикой природы нашей республики. Им проведено было масса экологических субботников, зарыбление озер, посадка нескольких территорий кедровым орехом, да, кедровыми лесами. У нас в Дёме сейчас растет кедровый бор. И очень удачно получилось, что при посадке этого кедрового бора 2 месяца шли дожди, приживаемость составила 100%. Мидхат Хасанов уже многие годы ведет активную работу по сохранению и приумножению природных богатств родного края. По собственной инициативе за счет собственных средств он привозит в Башкирию саженцы сибирского кедра, мальков ценных пород рыб для зарыбления водоемов, семена ягод и грибов. Спасти и сохранить – таков девиз Мидхата Хасанова. Я каждый год уже 47 лет приезжаю, уезжаю постоянно. И меня радует тот факт, что каждым годом мы становимся чище, краше, богаче. Это меня радует. Естественно, я приехал не с пустыми руками. По традиции, вот я привез такие конверты «Спасти, сохранить». Значит, немного 100 штук, мы их раздадим всем нашим желающим. Да? Ну и внутри у меня там есть инструкции, как правильно сажать кедрачей, грибы, ягоды и как беречь лес от пожара. Значит, лето не за горами. Значит, здесь то, что касаемо лесных пожаров, мы у себя вот в Оргазинском районе создали противопожарные водоемы. Это раз. Второе, я лично сюда привез, значит, цистерну с противопожарным оборудованием. Плюс 3 комплекта противопожарного оборудования мы раздали тоже всем желающим. Она работает на базе, значит, трактора «Беларусь». Значит, то есть и дальше он Владимир на самом воздухе стоит, когда еще не надо строить пожар, его всегда видит и постоянно выручает, спасает нас. Вот прошлого Кочева там пожар получился, значит, и лес у нас когда угрожает, вот я как зацепил свой плуг, отсек лес от пожара, да, техника, там Урал, и пожары включали, и не могут тут проехать. Вот живой пример, потому что мы, я считаю, вот общественники, общественной организации, не только просто надо критиковать там, или давать умные советы, да, но и конкретно дела решать, конкретно вопросы, чем мы занимаемся. То есть ни копейки не потратить с бюджета муниципального образования. Мы создаем водоемы, очищаем водоемы, значит, запускаем рыбу, сажаем кедрачей, грибы, ягоды. И на этом, значит, это мы в первую очередь, конечно, делаем для наших ветеранов. Вот скоро у нас День Победы. К сожалению, наши ветераны Великой Отечественной войны, тружеников тыла, с каждым днем становится меньше и меньше. Но мы, как говорится, успели вот при жизни лет 10 тому назад, что мы начали в Евразийском районе заниматься плотно, дали им возможность, и даем сегодня, чтобы они суточки могли посидеть на берегу, как говорится, рыбку половить, да, значит, грибы пособирать, ягоды пособирать. И я считаю, что труженики тыла тоже. И я горжусь тем, что я всегда, где бы в любой точке земного шара не находился, я говорю, я горжусь тем, что я родился в Башкирии. На встрече, в которой приняли участие заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин, председатель регионального отделения Русского географического общества Республики Башкортостан Камиль Зиганшин, исполнительный директор регионального отделения РГО Рима Галеева, специалисты министерства и представители средств массовой информации, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в решении экологических проблем, развития волонтерского движения в области охраны природы и приумножения природных богатств Башкортостана.